Хабар-24 продолжает свое вещание. Время новостей. С вами Арслан Балцин. Здравствуйте. Помогите дышать. Общественники Темиртау собирают подписи под таким экологическим обращением. Над городом металлургов стоит смог, причину которого жители объяснить не могут. Люди требуют вмешательства экспертов. В ситуации разбиралась Марина Золотарева. За короткое время экологическое обращение жителей Темиртау собрало несколько сотен подписей. Горожане бьют тревогу. С каждым днем дышать становится все труднее. Жители не только ощущают удушливый запах, но и видят завесу над городом металлургов. Копоть оседает на снеге, покрывает пленкой автомобили. Вон на машине, посмотрите, утро вообще невозможно дышать. Это противогазодия, наверное, в будущем даже, через дней 15. Хорошо, что у нас тут ветра, а то бы мы как тараканы после дихлофоса бы кверху ногами лежали бы. Я на ночь люблю приоткрыть форточку, ну и другой раз даже задыхаешься, воздух ужасный. Выброс, что ли, идет ночью. В Темиртау проживают почти 170 тысяч человек. Порядка 3000 горожан болеют онкологией. Это уже статистика медиков. Молодая мама Антонина Кочуева написала петицию и организовала сбор подписей. В своем обращении активисты просят власти проверить выбросы крупных городских предприятий и усилить контроль за экологией. Над городом, действительно, наш завод, он создает облака. Вот, серые, из пыли. Хочется просто даже честно, объективно услышать ответ на вопрос, из-за чего это происходит, какая загрязняемость у нас в городе, какие выбросы, соответствуют ли они норме или нет. На протяжении многих лет Темиртау лидирует в списке самых загрязненных городов страны. По официальным данным, в прошлом году выбросы только металлургического комбината превысили 200 тысяч тонн, а промышленных предприятий в городе больше 100. И на сегодняшний день они очень большую работу проводят по улавливанию тех самых вредных веществ, уходящих в атмосферу. Ну, конечно, я думаю, что еще недоработки есть. Производство очень большое, сразу одной же газочисткой все охватить невозможно. Экологические проекты у них есть, и экологические предписания, конечно, они имеют со стороны тех или других уполномоченных органов. Когда у нас ветер направлен на город, и мы имеем неприятные запахи, конечно, это бывает. Местные власти горожан услышали. Аким города попросил экологов организовать неплановую проверку промышленных предприятий. Результаты обещают обнародовать в скором времени. Марина Золотарева, Василий Савкин, Света Саинов, Карагандинская область, Хабар-24. В Семее необычным способом ремонтируют дороги. Ямы на городских улицах латают брусчаткой. Такие дорожные работы ведут на 20 аварийных участках. Вначале коммунальщики выкладывают тротуарную плитку, а после засыпают кладку гравием. Однако в акимате в этом ничего удивительного не видят. Это временное явление, говорят специалисты. После того, как дороги подсохнут, на этих улицах проложат асфальт. Всего в этом году на текущий и средний ремонт запланировано свыше 1 миллиарда тенге. Хотелось бы сказать, что нет повода для беспокойства жителям. Данные работы являются временными. После весеннего периода и после высыхания проезжей части все работы будут проведены. И все вот эти брусчатки будут убраны и заложены новый технологический асфальт. На 30% возросло число сообщений о коррупционных правонарушениях в государственных учреждениях. Такие данные озвучили в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. В ведомстве отмечают положительную динамику работы с населением с помощью акции «Из двери в дверь». Буклеты с информацией об ответственности за сокрытие коррупционных проявлений получат еще 1,5 миллиона семей. Жильцы 76 тысяч квартир в Кокшетау уже ознакомились с их содержанием. Цель акции заключается в доведении до каждого гражданина информации о вреде, пагубности коррупционных проявлений. Уже прошло 3 волны раздачи информационных листовок совместно с счетами за коммунальные услуги для жителей областных центров. Между тем, в Актобе по сравнению с прошлым годом в 4 раза выросла преступность среди подростков. Против закона пошли ученики 2 средних школ, а также учащиеся колледжей. Прокуроры, полицейские, педагоги и общественники бьют тревогу и ищут совместные пути решения проблемы. В составе рабочей группы они проверяли 5 школ города, на подходе еще 7. Перед школьным десантом стоит задача выявлять и решать проблемные вопросы среди детей и подростков на местах. На сегодняшний день 48 преступлений совершены. Среди них много совершается преступлений учащимися колледжей, несовершеннолетними, которые прибыли с районов и сами самостоятельно проживают, то есть остаются без надлежащего контроля со стороны взрослых.
Полиция Австралии конфисковала рекордную партию сильнодействующего наркотика метамфетамина. По данным сотрудников правопорядка, 903 килограмма незаконного вещества были спрятаны в контейнерах, прибывших по морю в Мельбурн. Стоимость перехваченного груза на черном рынке составляет примерно 680 миллионов долларов. Полиция арестовала 2 мужчин, и им будут предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Премьер-министр Австралии лично похвалил таможенников и полицейских. Добавлю, по официальным данным, в 2015 году число метамфетаминовых наркоманов в стране достигло 270 тысяч человек. В основном это люди от 15 до 24 лет. Мы не прибыли на это место случайно. В Австралии уже 3-й год действует специальная служба по борьбе с незаконным оборотом кристаллического метамфетамина. И мы делаем все возможное для того, чтобы привлечь наркоторговцев к ответственности. Тем временем в Санкт-Петербурге в ходе рейдов задержаны 7 человек, подозреваемых в вербовке в террористические группировки. Все они выходцы из стран Средней Азии. Отмечу, в операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и спецподразделения Росгвардии. Сотрудники правопорядка считают, что арестованные занимались вербовкой с ноября 2015 года. Данных об их связи с недавним терактом в метро Санкт-Петербурга нет. Напомню, в понедельник в результате нападения тогда погибли 14 человек, порядка 50 пострадали. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. Еще один взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Теракт произошел рядом с посольством Катара. Как передает агентство Синхуа, ранения получили 4 человека. Ранее начиненная взрывчаткой машина въехала в кафе. Жертвами атаки стали 7 человек. Инцидент произошел недалеко от правительственных зданий. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял. Однако власти подозревают, что за нападением стоит террористическая группировка Аш-Шабаб. Ее боевики ведут вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствуют гуманитарной деятельности ООН. В Колумбии растет число погибших в результате наводнения и исхода селевых потоков. По последним данным, жертвой природной стихии стал 301 человек. Более 350 жителей пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. В поисковой операции принимает участие колумбийская армия. Напомню, в минувшие выходные из-за сильнейших ливней вышли из берегов несколько рек в окрестностях города Макоа. Это привело к возникновению оползней и селевых потоков, которые затопили целые кварталы, разрушили дома, дороги и мосты. Сотни людей лишились крова. На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия власти выделили порядка 14 миллионов долларов из специального фонда. Строительство второй очереди магистрального газопровода Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы планируется завершить к июню текущего года. В этом случае у Кыргызстана появляется возможность пропускать через свою территорию до 4 миллиардов кубических метров голубого топлива в год. Главное преимущество в возведении новой ветки – северные регионы и столица Кыргызстана, а также южные области Казахстана стабильно будут обеспечены природным газом. Существующий магистральный газопровод был построен более 40 лет назад. До недавнего времени он находился в крайне плачевном состоянии. Тем более, что срок эксплуатации ветки был рассчитан только на 30 лет. Теперь это в прошлом. В 2015 году начались строительные работы по возведению новой линии с пропускной способностью 450 тысяч кубометров голубого топлива в час, что в 2 раза больше, чем это было прежде. Магистральная траншея, новые трубы и сварка по современным технологиям. По сути, газопровод строят заново. Здесь вот на второй очереди сейчас выполняются работы по вывозке трубы, раскладке, потом торцевание идет кромок, потом сварочный комплекс ELC Evans занимается сваркой труб в нитку. Сзади за ним следуют экскаваторы, которые разрабатывают траншею, ведется изоляционно-укладочные работы трубопровода и укладка траншеи с последующей засыпкой. Всего в строительных работах задействовано порядка 150 единиц спецтехники и 400 высококлассных специалистов. Такие возможности позволили за рекордно короткие сроки завершить монтажные работы по первой очереди на 100% и на 60% по второй. Стоит отметить, что проект имеет большое значение не только для Кыргызстана, но и для всего Центральноазиатского региона. С окончанием строительства нового трубопровода, помимо северных регионов и кыргызской столицы, стабильным газоснабжением будут обеспечены и южные области Казахстана. Казахстан имеет, значит, выгоду в чем? У них каждый год увеличивается потребление газа в Алмате и Алматинской области. И, естественно, они хотят иметь
те гарантии надежности и безопасности транспортировки газа с Бухарского газоносного района. Мы на границу Казахстана вышли. Здесь вот по этой очереди осталось порядка 8 километров. Как я уже сказал выше, мы предполагаем строительство линейной части завершить в апреле месяце. Все работы ведутся в соответствии с современными стандартами и технологиями. Такой подход в первую очередь позволяет строить объект не только на долгий срок без аварийной эксплуатации, но и с минимальным нанесением вреда экологии. Объект планируют сдать уже в июне текущего года. Впрочем, магистральный трубопровод – это параллельная задача, которую решают кыргызские газовики. Другая, не менее важная цель – это газификация Бишкека и Чуйской области. В прошлом году голубым топливом были обеспечены 10 новостроек. В этом 2017 году газ планируется провести еще в 7 новостроек и 5 населенных пунктов. Бакы Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. На республиканской олимпиаде по естественно-математическим предметам учащиеся жамбылских школ в 6-й раз подтвердили звание «Лучшая команда». Победы на подобных состязаниях помогают им с легкостью поступать в лучшие вузы страны и мира. Алишер Назарбеков на протяжении 4 лет проявляет большой интерес к молекулярной биологии. Часть свободного времени проводит за опытами и экспериментами. Упорство и труд помогли юному исследователю добиться успехов на республиканских и международных олимпиадах. Самое главное, сбылась его заветная мечта – получить зарубежное образование. В прошлом году 27-я международная олимпиада по биологии, которая проходила в Вьетнаме, в городе Ханой, я выиграл бронзовую медаль. Олимпиада мне помогла. Университет в Сингапуре, они мне предоставили грант. Я поступил в факультет биоинженерии. И, скорее всего, у меня будет специальность генетическая инженерия. На республиканской олимпиаде честь Жамбылской области отстаивали 49 школьников. 27 из них являются учащимися специализированной школы-интерната. Были инновация для одаренных мальчиков. Они завоевали 25 медалей, различные пробы. Именно знание английского языка дает нам большой импульс в достижениях как и республиканских, так и, можно сказать, международных олимпиад. Последние 10 лет мы являемся лучшей школой в Республике Казахстан. И каждый год наши ребята берут хорошие места, серебряные, золотые и бронзовые медали на международных олимпиадах. Большое внимание здесь уделяют трехязычию. На английском языке преподают 4 предмета. Поэтому педагоги постоянно совершенствуют свои знания. В 4 специализированных школах области математику и предметы естественно-научного направления ведут на английском языке. Еще в 4 школах внедрили элективные курсы трехязычия. На базе Тарасского государственного педагогического института 45 учителей прошли курсы. Из них 6 повысили знания английского языка в Китае и Корее. Подготовка квалифицированных педагогических кадров – одна из главных задач системы образования. Планируется, что еще 179 педагогов региона пройдут обучение английскому языку. Специалисты уверены, приобретенные знания наставников помогут школьникам добиться новых побед в различных состязаниях. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар-24. Межпланетная станция Кассини завершает свою миссию. Специалисты НАСА смоделировали последние недели жизни космического зонда, главная задача которого – исследование Сатурна, его колец и спутников. Согласно плану, 26 апреля аппарат должен впервые пролететь в просвете между кольцами и верхними слоями атмосферы планеты, а после приземлиться на ее поверхность. Но даже отправляясь на верную гибель, Кассини продолжит свою научную миссию. До последнего дня станция будет собирать данные о составе частиц, из которых состоят кольца. Это поможет установить их состав, возраст, а также понять структуру магнитного поля планеты. В середине сентября межпланетная станция войдет в верхние слои атмосферы Сатурна и сгорит там. Специалисты НАСА называют это великим финалом 10-летней экспедиции. Сейчас мы знаем, что кольца Сатурна на 99% состоят из льда, но не уверены насчет оставшегося 1%. Может быть, это крошечные частицы железа, силикатов, органических соединений или все это в совокупности. А может, это что-то такое, о чем мы даже не думали. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.